Отрывок из рассказа Бориса Ганага «Зеркало». Точка, точка, запятая, минус, рожица кривая, палка, палка, огуречек. Вот и вышел человечек. С этим стишком Надя закончила рисунок. Потом, боясь, что ее не поймут, подписала под ним: «Это я». Она внимательно осмотрела свое творение и решила, что ему чего-то не хватает. Юная художница подошла к зеркалу и стала разглядывать себя. Что еще нужно дорисовать, чтобы любой мог понять, кто изображен на портрете? Надя очень любила наряжаться и вертеться перед большим зеркалом. Пробовала разные прически. На этот раз девочка примерила мамину шляпку с вуалью. Ей захотелось выглядеть загадочной и романтичной, как длинноногие девушки, показывающие моду по телевизору. Надя представила себя взрослой, бросила в зеркало томный взгляд и попробовала пройтись походкой манекенщицы. Получилось не очень красиво, а когда она резко остановилась, шляпа съехала ей на нос. Хорошо, что никто не видел этот момент. Вот бы посмеялись. В общем, быть манекенщицей ей совсем не понравилось. Девочка сняла шляпу, и тут ее взгляд упал на бабушкину шапочку. Не удержавшись, она примерила ее и замерла, сделав удивительное открытие. Как две капли воды она была похожа на свою бабулю, только морщин у нее пока не было. Пока. Теперь Надя знала, какой она станет через много лет. Правда, это будущее казалось ей очень далеким. Наде стало понятно, почему бабушка так любит ее, почему с нежной грустью наблюдает за ее шалостями и украдкой вздыхает.